Gurudevo Maheshwaraha Guru Sakshit Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Намаскар, друзья! Запишу вам небольшое короткое видео. Задали мне такой вопрос: как не сходить с пути? С одной стороны, сойти с пути невозможно, с другой стороны, это не значит, что вы не должны прилагать какие-то усилия. Существуют в современном мире некоторые течения, пропагандирующие вот такую крайность, абсолютизм всего, что все уже духовный путь, вы ничего сделать не можете. Друзья, это одна из крайностей, которую йогин стремится избегать. Мы должны внутренне научиться чувствовать и видеть, что всегда присутствует и воля свыше, но в то же время и ваша воля одновременно. И когда вы слышите подобные лозунги, будьте очень внимательны. Есть большой риск действительно сойти с пути, принимая подобный лозунг как за конечную истину. Мы можем, конечно же, рассмотреть, развить в себе такой образ мышления, мировоззрения, что все действительно есть духовный путь, и все, что бы ни происходило, происходит во благо, не существует никаких плохих вещей, все есть во благо, все есть для развития. Да, можно использовать подобное мировоззрение, но будьте внимательны. Не происходит ли у вас наоборот, ситуации, когда вы отказываетесь предпринимать какие-то усилия, что-то менять, и подобные концепции оправдываете любые действия. Когда у вас возникает подобные мысли, что я сошел с пути, вот почему возникают подобные мысли? То есть где-то что-то не получается, скорее всего. Где-то затягивает внешний мир очень сильно в какой-то стресс, в какую-то гонку, не хватает времени, что-то не получается. И нужно быть очень внимательным, почему возникает подобное ощущение. В первую очередь нужно, естественно, с этим разобраться. Почему так происходит? И йоги, они не живут интенсивной жизнью, интенсивной, сумасшедшей социальной жизнью. Любое действие, оно отнимает энергию. Но какие-то действия могут и наоборот раскрыть в вас какие-то новые энергии, которые можно использовать в практике. Если мы говорим о средней какой-то стандартной жизни человека, то здесь, конечно же, ситуация ясна. Сумасшедшая социальная жизнь, полная стрессов, желаний. Она просто высасывает все соки из человека. И у вас попросту не остается времени. Йоги живут спокойной, умиротворенной жизнью. Когда человек живет суетной жизнью, к сожалению, невозможна глубокая осознанность. Вы ее будете терять. Ваше сознание будет огрубляться.
вы будете мыслить и воспринимать мир достаточно поверхностно. Поэтому, если обратиться к биографиям святых йогинов, и ваша жизнь все равно это покажет, что чем глубже вы практикуете, тем меньше у вас социальной активности. Это происходит абсолютно естественно. Там, где меньше суеты, меньше раджаса, меньше тамаса, ваше сознание обязательно наполнится саттвой. Там, где саттва, больше ясности, больше понимания, больше глубины, больше чистоты, больше спокойствия. А это как раз то состояние, которое требуется для практики. Раджа слишком активен, тама слишком инертен. Но эти аспекты, они на самом деле присутствуют всегда. Все аспекты, они пронизывают друг друга, просто на разных уровнях. Даже когда мы погружаемся в состояние дхьяны, медитативное состояние, тот же раджас и тот же тамас, так или иначе, в виде тонких аспектов присутствуют в сознании. Раджас как способность познания, тамас как стабильность, прочность, неподвижность, саттва как ясность и свет. Но когда наше сознание огрубляется, и мы вовлекаемся в чрезмерную активную социальную деятельность, мы познаем раджас и тамас в самых своих плотных аспектах. Интенсивная гонка, стресс, суета или какие-то совсем тамасические состояния, где попросту уже никакого желания ни к жизни, ни к творчеству, ни к познанию. Извиняюсь, я телефон забыла выключить. Но когда мы погружаемся в практику, эти аспекты становятся более тонкими. Мы познаем их в самом тонком, наитончайшем виде. У вас должен быть ориентир. У йога ориентир на его чистое состояние. Если вы однажды при помощи практик внутренних достигнете некой чистоты, вам просто уже не захочется, чтобы сознание пребывало в очень грубых структурах. Это истина. Это ваша природа, от которой вы просто не сможете отойти в сторону. Как правило, когда нет ориентира, возникают подобные состояния, как уход, схождение с пути, подобные мысли возникают. Следующие вопросы: что же делать со всем этим? Но когда у вас есть ориентир, вы с пути уже не сойдете. Вы всегда будете стараться и стремиться поддерживать и развивать дальше, расширять это состояние. Это очень важно. И если такого опыта нет, у нас есть примеры. У нас примеры святых, великих йогов, подвижников. У вас должны быть какие-то ориентиры хотя бы внешние. Не то, что хотя бы. Они на самом деле всегда у всех есть, даже если у вас есть опыт внутренних чистых состояний, все равно всегда присутствует и внешний ориентир тоже. Но и если нет опыта практики, достижения чистого естественного состояния, то только тогда внешние ориентиры.
Они обязательно должны быть. У вас должен быть источник, который вас вдохновляет, подпитывает. Может быть, это биографии святых, йогов. И если вам повезло в вашей жизни встретить человека, который практикует, это большая удача. Постарайтесь научиться у него всему, чему вы только сможете научиться. Схождение с пути невозможно, если у вас есть цель, если вы понимаете, к чему вы движетесь. У вас всегда будет присутствовать этот ориентир, как фон, который наполняет и структурирует вашу жизнь. Если у вас этого ориентира нет, тогда то, что называется схождением с пути, будет все время доставлять вам дискомфорт и присутствовать в вашей жизни. Все заповеди, которые описаны в йоге, как ямы и не ямы, они всегда нам помогают. Помогают очищать сознание, очищать тело. Там, где чистое тело, чистый разум, соответственно, у нас и чистые действия, и поступки. Их уже не требуется так много. У вас должно быть время на практику обязательно. И если вы не способны выделить хотя бы час времени в день на внутренние практики, то говорить не о чем, ребят. Там 15-20 минут в день это ни о чем. Это ничто. Вы просто представьте, сколько времени вы тратите в своей жизни на материальные вещи. Каждая материальная вещь занимает место в вашем сознании. Ваше сознание все время переполнено объектами, множество наслоений. И вот чтобы почувствовать вкус чистоты, вам нужно все эти завалы постепенно разгребать, освобождать сознание. Естественно, это происходит на всех уровнях. Все уровни взаимосвязаны. Внутренние и внешние – это как единое целое. Если вы очищаетесь внутренне, соответственно, и внешняя жизнь будет очищаться. Это просто закон. Если вам кто-то говорит с каких-то каналов или с интернета, с соцсетей о прекрасной духовной жизни, будучи великим бизнесменом, то это ложь, друзья. Чем больше вы вовлечены во внешние мирские активности, тем грубее ваше сознание. Это опыт. Я говорю вам из своего опыта. Я ничего не придумываю. Если вы очищаетесь внутренне, внешнее тоже очищается. Все это связано. Как очищаться внутренне? Нужно разбираться со многими вещами. Разобраться с жизнью. Это тоже своего рода внутреннее очищение. Внимательно посмотреть на жизнь, которой вы живете. На что спускаете вы вашу жизненную силу. Помните, что время нас не ждет. И смерть может наступить в любое мгновение. Оглянитесь внимательно и посмотрите на вашу жизнь. Задайте себе вопрос. Вот сейчас смерть. И хотите ли вы еще раз прожить ту жизнь, которую вы сейчас живете? Точь в точь. Все поступки, все состояния, все, что вы проживали. Только ответьте себе искренне. Смерть наступить может в любой момент времени. И весь багаж, который накоплен
внутри вас, в вашем тонком теле, он прорастет в виде новых следствий. Причины прорастут в виде новых следствий, сформируют вашу новую жизнь. Йог, он избавляется от причин случайных перерождений. Йогин — это тот, кто делает смерть осознанной, переход между жизнью и смертью осознанным. Не говоря уже про какие-то другие сложные, фантастические вещи, которые тоже имеют место быть. Но, к сожалению, многие люди неосознанны даже в состоянии бодрствования. А представьте, сколько еще состояний, друзья. У вас есть бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений. И есть масса промежуточных состояний, в которых вы присутствуете неосознанно. То есть, с одной стороны, все есть, но с другой стороны, осознаем ли мы эти процессы? Надо всегда помнить, что йога, она выводит все уровни бытия на осознанное проживание. На это нужна сила, на это нужна энергия. Если ваша жизнь хаотична, беспорядочна, наполнена стрессом, постоянными желаниями, какими-то разрушительными событиями, отношениями, откуда вы возьмете эти силы? Ниоткуда. Когда тело состарится, если повезет дожить до, 80 лет, да, что в наше время считается еще ничего, будет уже поздно. Тело будет доживать свое, масса болезней, сознание затухает, энергии мало. Здесь просто без вариантов. У вас должна быть цель. Если в вашей жизни присутствует жизнь духовная, именно на осознанном уровне, задайте себе вопрос, какова цель моей духовной жизни? Может быть, вы хотите жить счастливо, наполнить ее духовностью. Может быть, вас не интересуют такие вещи, как мокша, освобождение, и вы не стремитесь к ним. Может быть, вас просто интересует спокойная, счастливая, благостная жизнь. Поставьте себе такую цель, это тоже цель. Нужно быть честным и понимать то, на что вы действительно тянете. И тянете ли? И действительно ли ваши мотивы чисты? Или за ними скрывается что-то еще, желания какие-то, выгоды. Йогические принципы, они всегда нам в помощь. Ямы, не ямы, заповеди. Они в священных текстах описаны очень кратко и даются самые основные. Но, как я уже говорила в своих прошлых видео, вы можете открыть подобных ям и не ям очень-очень много. Очень много. Если вы внимательно исследуете, вдумываетесь, применяете на практике, вы увидите, как ямы не ямы, они просто одна из одной вытекает. На самом деле можно какую-то одну яму не яму взять и из любой ямы не ямы раскрыть все остальные. Как бы в одной уже содержатся все. Если вы когда-нибудь над этим внимательно задумывались, размышляли, вы это увидели бы. Поэтому эти вещи нам в помощь. Как я уже сказала ранее, если вы не способны выделить час вашего времени в день
на внутренние практики, то говорить нам, собственно, не о чем. Это минимум. Это прям минимум с поблажкой даже. Это должно быть в вашей жизни обязательно. Если вы выполняете практики утром, рано, это будет помогать вам в течение дня. То состояние, которое вы обретаете в процессе практики, оно помогает поддерживать вас в течение дня. Если вы будете выполнять практики вечером, перед сном, оно будет наоборот очищать вас от того, что вы накопили в течение дня в процессе жизнедеятельности. Если вы можете выполнять практики и утром, и вечером, это еще лучше. И если у вас получается, выбирайте какие-то дни, где вы можете больше всего практиковать, и уединяйтесь. Друзья, вам не нужны никакие, для этих практик не нужны никакие общие сборища, которым сейчас наполнено пространство интернет. Какие-то групповые ретриты, неважно какие. Вам нужно научиться быть в одиночестве. Йога и внутреннее погружение – это тотальное одиночество, тотальное единство. Здесь не нужны соседи с их чемоданами. Эта практика всегда один на один. Не нужно ничего внешнего. Вам нужно только выбрать время. Если у вас есть такое время, прекрасно. Может быть, это раз в месяц, может, это раз в неделю. Неважно. Главное, делайте. Может быть, у вас есть целый день раз в месяц, который вы можете выделить на какие-то внутренние практики. Уединитесь, попрактикуйте. Я не говорю сейчас о каких-то конкретных вещах, потому что сложно о конкретных вещах говорить. Это какие-то общие рекомендации, подсказки, как не сходить с пути. Посмотрите, сколько времени вы тратите на внешнюю жизнь и сколько времени вы тратите на внутренние практики. Сравните. Вообще, на самом деле, все очень просто. Если у человека есть цель, он никогда не сойдет с пути. Если у человека цели нет, а есть просто масса желаний, то тут, конечно же, будет раздрай. Будет постоянное скатывание. Тогда, наверное, и о скатывании речи не может идти, потому что, собственно, и цели как таковой нет. Есть такая пословица: тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет отговорки. Это истина. Да, могут быть какие-то внешние вещи, которые пока что еще слишком забирают ваше внимание. Но постепенно они очистятся. Не все так быстро. Есть у нас карма накопленная, есть та, которую мы накапливаем. Конечно же, нужно всему подстроиться под вас. Это процесс не быстрый. Главное, чтобы были какие-то ориентиры. Общайтесь побольше с духовными людьми, действительно духовными, не теми, кто о себе так заявляет. Читайте духовную литературу. Можете какие-то мантры повторять. Вы даже сами подумайте, как наполнить свою жизнь, чем наполнить, чтобы она вас поддерживала. Если у вас есть учитель, он вам подскажет. Либо самостоятельно. Будьте внимательны к вашему физическому телу. Ваше физическое тело – это сосуд, в котором живет ваш дух. В общем-то, я говорю вам простыми словами о ямах и неямах. Это основа. Это как раз то, что действительно должно поддерживать. Ямы, не ямы придумали, открыли
не просто так. Это как раз тот фундамент, который поддерживает в миру и помогает продвигаться на духовном пути. Можно было на этот вопрос ответить, вот, наверное, простыми словами. Практикуйте ямы и не ямы. Это очень важно. Может быть, вы слышали где-то о том, что вот поступенчатая система существует, ямы, не ямы, асаны, пранаямы и так далее, и так далее. Да? На самом деле это не ступени, это части. И не следует заморачиваться о том, что это должно быть именно какая-то последовательность в действиях. Я могу сказать со своего опыта, у меня было все иначе. Асаны в мою жизнь пришли гораздо позже, а сначала у меня были внутренние созерцательные практики, пранаямы уже потом, асаны и еще позже пришли в мою жизнь. Поэтому эти вещи, они просто даны как ориентиры, а уже как они в вашей жизни складываются, здесь уже у всех все может быть индивидуально. Поэтому не обязательно ориентироваться на 8-ступенчатый путь, как вот именно пошаговый. Нет. Будьте внимательны к событиям, к вещам, которые происходят в вашей жизни. Если происходит много тяжелых разрушительных вещей, это отнимает много энергии. Все, что бы ни происходило, все это трата нашей жизненной силы. Ваша жизнь должна способствовать не растрате жизненной силы, а в большей степени накоплению жизненной силы. Накоплению жизненной силы для чего? Для духовной практики, для духовной работы. Если у вас происходит все наоборот, то, конечно же, о чем мы будем говорить? Если у вас есть возможности, посещайте святые места. Они тоже помогут вам, наполнят вас. Это тоже все из ям не ям, все эти принципы. Побольше будьте в тишине. Тишина очищает. Побольше будьте в одиночестве, в уединении от всего внешнего, от общения, от внешней деятельности. Если у вас есть такая возможность, хотя бы раз в неделю выделите себе такой день, где вы по минимуму соприкасаетесь с внешним миром. Наверное, это сложно будет, да, в современных условиях, но, по крайней мере, от чего-то вы себя тоже можете оградить, чтобы побольше побыть внутри, в спокойном, тихом состоянии. Именно в тишине приходят разные откровения, открытия, развязываются внутренние конфликты, происходит внутреннее очищение. Именно там, в этом источнике. Но не каждый способен до этого источника дойти. Кому-то может быть очень сложно. Но у вас должен быть стимул, у вас должно быть желание, стремление вырваться из тех оков, которые вас сковывают. Иначе невозможно говорить о пути духовном. В свое время, когда я интересовалась духовностью, помню один случай, когда я просто села, и мне было интересно, не то что интересно, я хотела избавиться от всех этих наслоений на сознание. Я начала просто наблюдать, как меняется внутреннее ощущение, чем я наполняюсь при соприкосновении с разными объектами.
будь то люди или еще какие-то объекты. Я видела, как меняется внутреннее ощущение с этим человеком, с другим. Видела, как меняется их внутреннее состояние при контакте со мной или с другими людьми. Я стала исследовать, изучать. И мне просто внутренне было необходимо понять, а я-то в этом всем кто и где. Это была внутренняя практика, то, что самоисследованием называется сейчас. Но тогда я не знала, что это самоисследование. Мне просто это нужно было. Я просто хотела понять. Я хотела дойти до себя истинного, настоящего, за всеми этими наслоениями, которым сознание переполнено. Помню, что я тогда написала статью, такая простенькая, но в этой простоте было очень много внутренней глубины, так как это был живой опыт, не что-то книжное. Это происходило самостоятельно. Такова была внутренняя потребность. Статью я назвала «Каков ты чистый». Каков ты чистый. Вот. Сейчас это в йоге называется естественным состоянием, состоянием сахаджи, да? Когда вы пребываете, будучи в этом теле, в миру, в своем чистом естественном состоянии. Но у нас еще множество других состояний. У нас еще есть разные тела, оболочки, которые тоже предстоит познать. Но реализовать вот эту внутреннюю чистоту, естество, это нужно каждому. Это не касается людей, интересующихся только духовностью. Это касается всех, потому что это основа жизни. Без этого просто невозможно все остальное. Если человек не знает себя настоящего, он попросту сгорит очень быстро. Все эти энергии, многообразие энергии просто его сожрут. Либо от какой-то болезни, либо еще от чего-то. Ведь именно из этого естества произрастает все. Именно из этого естества рождается первый импульс, первое шевеление такое, сознание, спанда, вибрация. Именно здесь, на этом уровне происходит исцеление, происходит озарение, идеи. Это основа. Она нужна всем. Это основа, которая гармонизирует внешнее пространство. Это то, что пронизывает буквально все объекты, все, с чем мы соприкасаемся. Поэтому это очень важно для всех. Многие это чувствуют, но объяснить, может быть, себе не могут. Но на самом деле каждый человек к этому стремится, друзья. Каждый человек стремится вот к этому внутреннему покою. И если мы внимательно посмотрим на природу, в природе тоже все стремится к покою, к равновесию, к этой внутренней тишине. Не все понимают это именно на осознанном уровне. Где-то, может быть, оно в подсознании, такое стремление присутствовать. Но человек духовный, он четко и ясно знает. Он понимает и знает, к чему он стремится. У него есть опора, поддерживающая его.
то, на что он опирается, и то, на что он ориентируется. Должен быть опыт обязательно. Без опыта будет сложно. Но пока нет опыта, у нас есть масса средств, масса инструментов, которые нам оставили величайшие мастера, мудрецы, как раз для того, чтобы мы открыли это в себе. Соприкасаясь с духовными людьми, которые наполняют нас спокойствием, внутренней ясностью, тишиной, мы должны открывать постепенно это в себе. И это будет вашим внутренним ориентиром. Придерживаясь этого ориентира, расширяя это состояние, углубляя это состояние, вы уже никогда не сможете, вы просто не захотите спуститься в какие-то более грубые слои проживания. Просто будет уже неинтересно. Это путь домой. Это ваш дом, ваше естество. Для этого, естественно, должна быть внутренняя потребность, желание освободиться от всего наносного, что мы насобирали, нацепляли на себя, как массу одежд ненужных. Это не значит, что вы становитесь каким-то отшельником, хотя может быть и такой путь, почему нет? Это тоже путь. Вы можете жить в социуме, а можете и не жить в социуме. Здесь уже масса вариантов, масса проявлений. Это, в общем-то, не имеет значения. Главное вот это внутреннее состояние. Возможно, у кого-то стоит вопрос, как вот так к этому прийти, как к этому прийти. Начать что-то делать. Если у вас нет принципов, нет самскар определенных, которые вы должны были наработать в течение обычной жизни, таких как упорство, сила воли, концентрация, внимательность, усидчивость. Ведь все эти принципы, они естественны, они есть в нашей жизни. В той или иной форме они присутствуют. Даже если мы обратим внимание в самые такие специфические уровни сознания, все равно эти принципы, они присутствуют. Просто они очень много наслоений имеют, очень много самскар, очень много, ну скажем так, нечистоты. Но принципы, они одни и те же. Если вы не научились этому в обычной жизни организовывать внешнее пространство, то, конечно же, и внутреннее пространство не получится организовать. Потому что это вы делаете с собой при помощи себя. И вот все, что у вас есть, вот этим вы и этот инструмент вы используете. Если в вашем разуме раздрай, суета, какие-то непонятные энергии, ну вы же это себе и в духовный мир тянете. Вот поэтому ямы, не ямы, они очищают нас от самых грубых слоев сознания. И нам нужна вот эта тонкость саттва. Саттва — это не значит, что ты такой весь, такой благостненький, да, такой сладенький, как некоторые могут демонстрировать, да, нет. Это спокойное, ровное, естественное состояние.
Состояние, в котором вы способны видеть реальность кристально чистой. Состояние, в котором ваше сознание становится всепроникающим. Вы способны видеть многообразие реальностей в одной. Это можно назвать и естественным состоянием, состоянием сахаджи или сатвичное состояние. Это одно и то же. В общем-то, разницы никакой нет. Но должен быть ориентир, друзья. Самое главное, что я хотела сказать в этом видео, должен быть ориентир, должна быть цель. Когда у вас будет ориентир и цель, и вы будете четко об этом помнить, стремиться к этому, то просто другого пути нет. Все окружение, все пространство, оно постепенно под вас подстроится. Таков закон. Пожалуй, все. Всем благ. Ом Свастисту.